Слушайте, это же, оказывается, был знак тогда, что Сардана будет заниматься кино. Кино – это же явление из области культуры, а я работала как раз-таки в вузе культуры и искусства. Если ты что-то делаешь, надо делать с душой. Когда же зародилось якутское кино? Кто были первые люди? Как все это двигалось? Это, конечно, круто, такой скачок сразу, да, то есть из фильма, который мог бы оказаться на полочке, и он оказался там. Продвижение тоже своего рода индустрии. Вот сейчас, например, я могу вот легко сказать, что, в принципе, якутское кино уже достаточно известное стало. Ну, кто не любит кино? Мне кажется, нет человека, который не любит кино. Это считалось нормой. Какой-то мультикультурализм как раз-таки в советском времени на экранах почему-то он был более. Успех этой картины, вот именно ужас, испытанный тогда, вот, мне кажется, пока еще в якутском кино, ну, имеется в виду жанровом, где вот именно ужас снимается, да, пока еще не повторили, на мой взгляд. Чтобы на самом деле были волны. Вот как раз-таки первая волна, это вот пионеры, те ребята, которые работали на НВК. Многие авторы хотят поделиться с миром, с тем, что у них там сидит внутри. Литература и так далее, это все осталось в 20 веке же. В 21 веке что-то, вот какое-то культурное явление, а кино, ты сам знаешь, это технологический процесс. То есть к этому надо было прийти, технологически быть готовым, чтобы освоить это дело. Время пришло, и вот как раз-таки то, что не имелось у нас, мы наверстывали все это время вот с конца 80-х, 90-х. И в 90-х годах очень популярна была рок-музыка. Прикинь, если бы мы эту зону рок-музыки этнической, да, нишу заняли бы, например, якутские музыканты. В советское время с развалом страны студии у нас появилась, наоборот, студии, а в национальных республиках, наоборот, эти студии стали закрываться. Даже не имея киношколы непосредственно, академической вот этой структуры, у нас явление как кино появилось. И Сардана, к сожалению, Россия является для нас как бы Европой. Все приходит трудом. Что касается кино, мы должны продолжать снимать свое кино на родном языке. Это очень правильное решение. То есть ощущение вот якутскости как раз-таки дает родной язык. Вот в этот период современный, есть ли авторы молодые, которые снимают, пишут? У нас в Якутии, например, не сильно развитая школа, я не говорю кинокритики, вообще критики в целом в области культуры. Ну вот я говорила до этого, сайлык мне очень нравится. В якутском кино очень часто есть символ такой вот старик и ребенок. Многие говорят, что якутское кино экзотика, поэтому вас сама. Это неправильно. Мы должны сами научиться решать свои проблемы самостоятельно.